29 сентября в Казани прошел круглый стол на тему «Ислам и религиозный активизм в Республике Татарстан. История, современность и перспективы». Организатором дискуссии выступил Центр исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан. В рамках работы круглого стола была презентована коллективная монография «Ислам и религиозный активизм в Республике Татарстан». В данном труде была предпринята попытка осмысления религиозного активизма и систематизации эмпирических данных в контексте событий второй половины 19 и начала 21 века. По словам Рената Потеева, исламский активизм, в том числе в татарском обществе, с течением времени в силу определенных политических и социально-культурных обстоятельств трансформировался и приобретал новые формы. Нужно понимать, что формы, характер исламского активизма, он очень сильно менялся. Да? И на примере особенно татарского сообщества, поскольку, допустим, когда к концу 19 века достаточно активно стали развиваться средства массовой коммуникации, я имею в виду в первую очередь печатное дело, типографское дело и так далее, это очень сильно меняло сам характер исламского активизма. Безусловно, эти процессы продолжились в последующем, и тут тоже, конечно, были достаточно сложные процессы в начальный советский период, связанные там и с репрессиями и так далее, но дело в том, что помимо политической составляющей очень активно менялись социокультурные реалии этого общества. В частности, начался процесс урбанизации очень активно, процесс индустриализации, и традиционно мусульманское сообщество татарское, которое до этого в основном было связано с сельским пространством, которых обильно, тоже очень быстро менялось. Безусловно, в современном таком сложном плюралистичном мире, где мы видим такую достаточно активную трансформацию социокультурного пространства, коммуникативного пространства, исламский активизм тоже очень динамично меняется. Мы видим его различные формы, от вполне умеренных до иногда и радикальных каких-то вещей, но в целом исламское сообщество интегрируется в этот мир, и формы этого исламского активизма, они очень быстро меняются. Также участники круглого стола обсудили вопрос получения среднего образования детьми из мусульманских семей. Государственные школы у нас работают в таком пространстве Российской Федерации, да, и есть требования к светскости образования. Поэтому не все требования или ожидания родителей могут удовлетворяться. Не со всеми ожиданиями знакомы или понимают их учителя. Да, то есть это тоже может вызывать конфликты, например, или недопонимание. Мировая практика такая, что в странах, где мусульманское меньшинство есть, то есть, например, в западных странах, есть целое направление педагогики, то есть, которое занимается как раз вопросом компетенции учителей, то есть о том, как включать то есть детей из мусульманских семей в образовательное пространство, учитывая их запросы и ожидания. При этом соблюдая требования национальной образовательной программы. Учитель должен немножко все-таки знать то есть о исламской религии, особенно если в его классе присутствует большое количество детей из мусульманских семей. И уже знание истории ислама, культуры, то есть особенностей уже позволяет ему решать эти вопросы. То есть многие мусульмане хотят, чтобы он получал качественное образование, то есть ищут наиболее, скажем, известные в этом плане школы. А другие мусульмане обращают внимание на религиозные предписания и возможности для выполнения религиозных предписаний в школах. И у нас есть тоже такие школы, которые более в этом плане адаптированы. То есть они отправляют туда, часто это национальные гимназии, то есть которые знакомы с исламом как частью татарской культуры. Участие круглого стола, помимо сотрудников Центра исламоведческих исследований, приняли ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Хазрат Мухаммедшин, старший сотрудник Института татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан, исследователь Азат Ахунов, а также исламоведы и общественные деятели.